Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба и в начале выпуска. Коротко о главных темах дня. Назначенные министр иностранных дел и председатель Совбеза представлены коллективом. В пресс-центре АГТРК прошла пресс-конференция первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба. Министр сельского хозяйства Беслан Джопа посетил объекты сельхозназначения в Гудаутском и Гагрском районах. В Гагре ведется установка подвесных приборов учета электроэнергии на опорных столбах. В Сухуми кипит работа по обустройству тротуаров на некоторых улицах нового района и по улице Чанба, где до недавних пор пешеходных зон не было вообще. Состоялось заседание Совета безопасности под председательством президента Аслана Бжания. На заседании глава государства поблагодарил Сергея Шамба за проделанную работу и пожелал достижений в новой должности. Далее Аслан Бжания представил коллективу Совбеза Рауля Лолуа. Президент пожелал ему успехов и нацелил на активную деятельность. Рауль Лолуа, в свою очередь, поблагодарил Аслана Бжания за доверие в ответственной должности. Члены Совета безопасности также обсудили другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. Ташазныкха таупша шасхот шнепедну ауса ан айхцарапа алутхаскбиана год эхапи атагло заша шокоала псинпила харахунткаре аурус рахунткаре и хабжа ускорацоп ус сдахулаша проблему когихоп убрт рейджка араджа урт амбия шоптарача и всекет счет акчарапа таупа шасхот. Даша парак садискалет убрейна куршана афертадара айлохай хабис дамо Рауль Валерий Па Лолух. У вас есть два заместителя, один юрист профессионал, другой оперативник практик. Необходимо, чтобы эти люди были заняты делом. Мы должны постоянно говорить о современных вызовах, о тех вызовах, которые сегодня преподнесла нам история. Вы человек опытный, вы работали в правоохранительных органах, вы были депутатом парламента, у вас достаточно знаний и опыта, чтобы это направление работы поднять на нужный уровень. Александр Ильич, спасибо, что вы доверили работу в столь важном направлении. Нужно максимально скоординировать наши действия. Плотно будем взаимодействовать с нашими всеми силовыми структурами. Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба государственной безопасности. Максимум приложим все усилия для того, чтобы работа была эффективна и направлена на обеспечение безопасности нашего государства. Поблагодарить хочу всех членов Совета безопасности, с которыми мы эти годы работали. Сложное, непростое время у нас, поэтому оно требует серьезных, взвешенных шагов. Тут ошибиться, немного ошибиться можно, много бед натворить. Мы живем в эпоху глобальных перемен, переустройство мировой системы, это всегда чревато потрясениями глобального характера. Нам нужно выбрать правильный путь. У нас есть союз с великим государством. Это дает нам дополнительные гарантии нашей безопасности. Подполковник Дмитрий Кучуберин назначен председателем Службы государственной безопасности Абхазии. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания.
Вице-президент Бадра Гунба представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя Сергея Шамба. Бадра Гунба подчеркнул, что Сергей Шамба является опытным специалистом, проработавшим в ведомстве много лет, и выразил уверенность в том, что его профессиональные навыки и богатый опыт помогут создать благоприятные условия для плодотворной работы. Сергей Шамба поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что значимые глобальные изменения и конфликты происходят в непосредственной близости от нашей страны. В связи с этим необходимо действовать с политической мудростью и применять искусную дипломатию, сказал Шамба. Мы все прекрасно знаем, что Сергей Миронович и в период национально-освободительного движения, и уже после войны при формировании нашего государства, становлении нашего государства, этот человек привнес свой вклад в развитие и становление нашего государства. Идет переустройство мировой системы, и Абхазия включена в этот процесс, потому что в нашем макрорегионе происходят эти события, и Ближний Восток, и Черное море, Украина, Россия, Грузия, это все наши соседи. И здесь, конечно, нужно проявлять и особо изощренную дипломатию, и политически грамотно подходить ко всем процессам, которые происходят. Ну, коллектив молодой, энергичный. Я думаю, мы справимся. В пресс-центре АГТРК прошла пресс-конференция первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба. Министр сообщил журналистам, что работы на взлетной полосе Сухумского аэропорта завершены на 80%. Джансух Нанба также прокомментировал претензию инвестора компании «Аэроменеджмент», не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию аэропорта Сухум. Накануне на брифинге руководитель общественной организации АНД, бывший министр экономики Адгур Ардзинба, подверг резкой критике деятельность Минэкономики в этой связи. Абхазское телевидение, журналисты от разных СМИ разбирались в ситуации вместе с первым вице-премьером. Выплатить затраты, понесенные предыдущим инвесторам на разработку проектной документации, должен новый инвестор компании «Инфраструктурное развитие». Это четко прописано в соглашении о государственно-частном партнерстве. Никаких возражений, никаких предложений о изменении данной нормы от нового инвестора не поступало. Более того, мы с ними прорабатываем этот вопрос. Возникла необходимость в запросе определенных документов. Мы официально обратились в компанию «Аэроменеджмент», получили соответствующие ответы. В какой-то степени нас эти ответы удовлетворяют, в какой-то степени нет. Но опять же, я еще раз хотел бы обратить внимание, что идет рабочий процесс обсуждения вопроса. И выносить на данном этапе на публичное обозрение еще с политическим окрасом, на мой взгляд, совершенно неверно. А что касается самих обязательств, то опять же, я так понимаю, что у Адгура Амирановича есть в наличии сам договор займа, кстати, к которому были подписаны еще 3 дополнительных соглашения, которые меняют ряд пунктов, принятые в первоначальном виде. Речь идет о том, что задолженность, договор займа заключен на определенный период. И обязательства по выплате, полной выплате всей суммы возникают 31 декабря 2026 года. То есть говорить о том, что с прошлого года инвестор, я имею в виду компания DART, ущемляется в своих правах и выступать, не понимая всей картины, которая происходит, и выступать в защиту, на мой взгляд, не совсем верно. Абсолютно понятна позиция абхазской стороны. Позиция абхазской стороны заключается в четком соблюдении интересов государства. И это не просто попытка защитить интересы, это позиция, которая опирается на конкретные правовые акты.
Пресс-конференцию министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба смотрите в нашей сегодняшней программе после выпуска новостей. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу посетил объекты сельхозназначения в Гудаутском и Гагрском районах, частных предпринимателей, занимающихся выращиванием фруктовых насаждений, цех по переработке сельхозпродукции, виноградники в селе Дурипш, животноведческую ферму в Гагрском районе. Эти объекты получили немалую поддержку от государства. Где-то помогли с приобретением техники, кому-то купили саженцы, а кому-то стройматериалы. Беслан Джопу увиденным остался доволен и отметил, что инспекционные поездки по объектам сельхозназначения будут продолжены в другие районы республики. Объект, который посетил министр сельского хозяйства, плодово-овощное хранилище в селе Аци. Объект был построен в прошлом году за счет программы развития сельского хозяйства. Его объем 200 кубов, вмещает до 50 тонн продукции. Здесь же рядом расположен яблоневый сад семьи Оторба, который был заложен по государственной программе в 2013 году. И через год финансирование было приостановлено. Семья Оторба своими силами содержит сад. На территории 4,5 гектаров произрастает порядка 10 тысяч корней. Ожидаемый объем урожая в этом году 60-70 тонн. Реализуют его на внутреннем рынке. За садом нужен своевременный уход. Лечат яблони несколько раз в год. Для подпитки используют капельное орошение. Здесь произрастает несколько сортов. Айдеред, Редчиф, Гала. В начале осени у нас сбор начинается, то есть полное созревание яблок. Лечим немалое количество раз, можно так сказать. Также подпитка, селитра и так далее. И вот можете обратить внимание, капельное орошение, то есть воду нужно подавать под каждый корень, это в обязательном порядке. Стараемся привлекать местных жителей и на сборы, и на лечение, но зачастую это, скорее всего, гастарбайтеры, которые у нас нет кого-то на постоянную работу здесь. Есть пару ребят наших местных, кто работает здесь, кто иногда покосит, соберет яблоки, мы сами приходим, трудимся. Здесь же, в селе Аци, Олег Гамге на территории 10 гектаров выращивает яблони, киви, фейхоа. Скоро приступит к сбору урожая яблок. В этом году ожидают 20 тонн. Цифра небольшая, так как ранее сделали глубокую обрезку деревьев, говорит садовод. В прошлом году при поддержке Минсельхоза ему выделили 2000 корней саженцев различных фруктов на сумму 1 миллион рублей. В них входят персики, слива, инжир, груша, гранат чуть-чуть. В этом нам помогло Министерство сельского хозяйства. Они нам также дали удобрения, различные ядохимикаты, за что мы им говорим большое спасибо. Это была большая помощь для нас. Из них 90% уже принялись. Мы надеемся получить первый урожай через года 2-3. В селе Лыхны министр сельского хозяйства Беслан Джопу посетил цех по переработке сельхозпродукции. Индивидуальный предприниматель Татьяна Ардженя в 2016 году с семьей стала изготавливать джемы и компоты из фруктов, выращенных в собственном саду. Затем предприниматель решил расшириться и начать изготавливать снеки. В 2023 году они выиграли конкурс Минсельхоза на приобретение сушильного шкафа, овощерезки и диска-слайсера. За один раз можно высушить, можно положить 50 лотков, и прилично можно за раз высушить продукцию. Какие фрукты вы чаще всего востребованы? Это хурма, это мандарины, это яблоки, дыня, груши. Это если мы будем делать ассорти. Но самые ходовые это, конечно, мандарины и хурма. В Гудаутском районе сдаем во все магазины. У нас есть дистрибьюторы, которые распространяют и по всей Абхазии тоже. А в селе Дурипш осмотрели виноградники Заканбея Лакирбая, которому Минсельхоз заказал поддержку на приобретение более 7 тысяч саженцев. Сейчас здесь произрастает 6 сортов винограда. Первый урожай ожидается в 2026 году. Минсельхоз также закупил технику и материалы для ограды виноградника. Общая сумма проекта составила 2 миллиона 700 тысяч рублей. В селе Алахадзы Гагрского района фирма «Аккорд-Агро» в 2020 году взяла в аренду на 25 лет мандариновый сад площадью 38 гектаров. Все старые биологически устаревшие деревья были выкорчеваны, и на их месте высажены новые саженцы. В настоящее время арендаторы обработали 20 гектаров земли и на 10 высадили более 10 тысяч саженцев цитрусовых, апельсины, лимоны и мандарины 2 сортов. Вот мы с вами находимся в той точке, с которой мы начали обработку земли. Представляете, раньше
Здесь стояли 3-метровые заросли, соответственно, пришлось расчищать. То же самое происходит и с другими участками. Мы боремся за то, чтобы можно было возделывать в сельском хозяйстве землю, очищаем от древесной растительности, сорняков, деревьев дикорастущих, чистим, убираем мусор строительный, бытовой. В общем, делаем все, чтобы в дальнейшем здесь посадить цитрусы. Здесь в настоящий момент 2 сорта. Это элита и уншил классический. Да, все, чем славится Абхазия. В этом году мы их высадили, вот эти саженцы, искусственно убрали соцветия в период первой вегетации. И как раз для того, чтобы растения укоренились, выстрелили листочки, то есть наполнились, скажем так. Ну и, соответственно, на следующий год, скорее всего, проведем такую же процедуру в зависимости от их состояния, от зимовки. Ну и, может быть, там через годик уже оставим часть урожая. Здесь же строится полевой стан, техническое помещение, где будут хранить технику, а также складировать и сортировать собранный урожай. Первый урожай цитрусовых ожидается через 2-3 года. Далее Беслан Джопа посетил животноводческую ферму Адгура Хагуш в Пицунде. Ферма была построена в декабре прошлого года за счет собственных средств. Рассчитана она на 100 голов скота. В настоящее время здесь растят только коров. В момент съемок они находились на выгуле на пастбище. Стоит отметить, что растить и содержать животных процесс трудоемкий и затратный. На ферме, кроме дойных коров, в данное время года никого нет, потому что сейчас все телята и гулевое стадо, которое из быков состоит, они все в горах. Поэтому, как вы можете увидеть, у нас весь телятник свободный, вместо телят там у нас сейчас лошади. Мы сейчас меняем стадо, формируем стадо из нового поголовья, из фирменных шведской породы. Поэтому у нас сейчас по-разному коровы очень дают. Какая-то абхазская 2 литра, какая-то 4, какая-то 5, какая-то 7. Вот. Молоко доится посредством молокопровода. Вот вы можете видеть труба, она заведена в молочный цех. Посредством вакуума, под давлением молоко, значит, подается в молочный цех, там накапливается в молочный танк. Все это промывается автоматически, человеческий труд тут минимизирован. Вот. 2 раза в день вся ферма, так же как и молокопровод, моется. В неделю раз дезинфекция происходит всей полностью фермы, также и кормов в том числе. У владельца фермы есть и своя сыроварня, куда везут молоко и варят первый и второй сыр, а также делают творог. Продукцию реализуют на внутреннем рынке, и пользуется она большим спросом. Итоги инспекционной поездки подвел министр сельского хозяйства Беслан Джопа. Сельхозпроектов, которые финансируются с помощью государства. Это по президентской программе, которая выделяет средства из бюджета. И в то же самое, проекты, которые финансируются по льготному кредитованию, которые имеют поддержку тоже с помощью тех переговоров и тех соглашений, которые были проведены главой государства, это выделение льготных кредитов. Это очень значимое для наших условий, наших проектов, потому как таких процентных ставок, как в Абхазии на сельхозпроекты, которые сегодня выделяют российские банки, таких ставок даже в России их нет. Это несколько проектов, мы знаем, больших, можно сказать, значимых проектов, такие как Сирилабра, по виноделию, виноградники, те же самые контейнерные перевозки. Также мы недавно смотрели, где начали площадку, подготовили под переработку сельхозпродукции. Это перспектива будет с одной из таких значимых проектов. Сегодня мы проинспектировали несколько проектов по виноградарству, по цитрусам и по переработке. Они в очень нормальном, хорошем состоянии. Единственное, где мы оказали помощь по высадке виноградников, там немножечко не хватает ухода. Это то, что надо исправить. Мы на этом обратим внимание, обязательно исправим вместе с теми, кто занимается этим. Но в Гагранском районе это объекты. Мы посетили частных инвесторов, где был цитрусовый совхоз Абхазия. Это на редкость, где биологически устаревшие цитрусовые плантации, которые выкорчеваны, вместо них идут посадки тех же наших местных сортов цитрусовых. Это ребята, инвесторы из России вместе с нашими гражданами. Они восстанавливают эти плантации. Но в каком они состоянии мы были в прошлом году, и насколько это в этом году оно имеет уже продвижение. Поэтому мы
конечно, отметим и отметили потому, как идут хорошие, большие масштабные работы. То же самое вот по линии животноводства у гражданина Абхазии, нашего соотечественника Адгура Хагуш, продолжает дело отца, который смог в дальнейшем даже развить в области и животноводства, и обеспечения людей рабочими местами на месте. Это ферма по новейшим, даже по российским мерам, технологий. И то, что вокруг этой фермы происходит, это вся продукция доводится до конечного результата, до продукции со своими магазинами, со своей сыроварней. То есть это то, что настоящий предприниматель может добиться. Такие успехи есть у этих ребят, и всегда будет у них поддержка, какая необходима будет от государства. Инспекционные поездки по объектам сельхозназначения будут продолжены и в другие районы республики. Алика Трапш, Дамир Гонджо, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Роберт Кют провел выездные совещания в Гудаутском и Гагарском районах. В совещаниях также принял участие первый заместитель министра Руслан Ажиба. Репортаж пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Роберт Кют провел выездные совещания в Гудаутском и Гагарском районах. В совещании принял участие первый заместитель министра Руслан Ажиба. О работе отдела внутренних дел по Гудаутскому району доложил начальник ЗОС Магицба. Уважаемый министр, дорогие коллеги, разрешите доложить за 7 месяцев 2024 года. Хочу отметить, что за данный период зарегистрировано в УВД по Гудаутскому району 52 преступления. Из них раскрыто 50. За аналогичный период прошлого года? За аналогичный у нас зарегистрировано 51, раскрыто 46. В этом году мы раскрыли 50. Из них... То есть, получается, у нас на одно преступление больше, но раскрываемость тоже так больше? Так точно. В целом, общая раскрываемость преступлений общеуголовной направленности по району составила 96%. Отделом уголовного розыска за 7 месяцев 2024 года в ОВД доставлено 416 человек. Из них привлечены к административной ответственности 82 человека. Задержаны по подозрению в совершении преступления 44 человека. Отпущены после установления личности 290. Также Гицба рассказал о работе ОГАИ. За 7 месяцев составлено 2960 протоколов, из них 114 в состоянии алкогольного опьянения, те, которые были за рулем. 106 человек были лишены, и 8 человек это те, которые были бесправны. Сколько дорожно-транспортных происшествий на территории Гудаутского района? За 7 месяцев у нас 25, из которых погибло 10 человек. А в прошлом году у нас за 7 месяцев 26, погибли 15. Генерал-майор милиции Роберт Кют поручил усилить работу в части борьбы с распространением наркотиков в районе. Первый замминистра Руслан Ажиба отметил хороший уровень работы личного состава в части борьбы с майнингом в районе, обозначив важность сохранения сложившейся тенденции. Далее руководители МВД смотрели ход ремонтных работ в изоляторе временного содержания при Гудаутском РОВД, после чего выездное совещание продолжилось в управлении внутренних дел по Гагарскому району. О статистике за 7 месяцев доложил начальник УВД Денис Айба. За 7 месяцев 2024 года зарегистрировано 86 преступлений. Из них раскрыто 71. Процент раскрываемости составил 82,6%. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 70 преступлений. Из них раскрыто 63. Процент раскрываемости составил 90%. Из 86 зарегистрированных преступлений тяжких 40, раскрыто 26. Процентная раскрываемость составила 65. За аналогичный период прошлого года было совершено 25 тяжких преступлений. Раскрыто 18, процент раскрываемости составил 72. Из общего количества зарегистрированных преступлений это убийство с покушением 3, кражи тайного хищения имущества 27, незаконное ношение и хранение оружия 7, незаконный оборот наркотических средств 15, ДТП со смертельным исходом 4, ДТП без смерти 16, тяжкие телесные повреждения 2, поджоги чужого имущества 3, прочие преступления 9. Грабеж за текущий период времени нет фактов, а за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 3 факта, из которых было раскрыто 2.
Следственными подразделениями УВД по Гагарскому району за 7 месяцев в суд направлено 34 уголовных дела. Службой милиции общественной безопасности было составлено 652 административных протокола. 89 человек подвергнуты Гагарским районным судом административному аресту. Проведены работы в области противодействия нелегальной трудовой миграции. Составлено 322 протокола. 14 граждан были выдворены за пределы Республики Абхазия. Также 65 протоколов было составлено за отсутствие лицензии на перевозку пассажиров. За 7 месяцев было обнаружено и изъято на территории Гагарского района 62 аппарата по добыче криптовалюты. Систематически проводится мониторинг ранее выявленных и отключенных майнинг-ферм. Продолжают усиленную службу сотрудники ГАИ. В отчетном периоде было выявлено и составлено 7082 протокола за нарушение правил дорожного движения. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 219 протоколов. Превышение скоростного режима 799. Нарушение правил дорожной разметки 610. Тонирование стекол 395. Право управления транспортными средствами лишены 214 человек. Также в суд направлено 25 материалов по тем лицам, которые были уже лишены, задержаны и подвергнуты административным арестам. Это сроком на 5 суток и 30 суток, 15 суток. При этом за отчетный период произошло 36 ДТП, в которых погибли 11 человек. Данный показатель Роберт Кьют констатировал как неудовлетворительный. Каждую ситуацию отдельно, конечно, я знаю. Я обратно говорю, вот мы в прошлом году констатировали факт того, что Гудаутский район был самый такой, скажем, район по числу погибших на дорогах. В Гагарах, конечно, всего было 5 человек, в этом году уже 11. Но имеется в виду за 7 месяцев, если сравнение брать. Сейчас, вы знаете, сейчас вот мы будем систему патрулирования, мы оборудуем автомобили, которые мы приобрели, далее мы их разобьем по участкам. В непосредственном контакте с начальником ГАИ районных подразделений за каждый участок те, кто там работает, будут отвечать головой. Максимально надо работать. У вас на территории очень много развлекательных, скажем так, заведений. По данным сотрудников, сегодня в Гагарском районе постоянно находится на отдыхе до 30 тысяч туристов, в связи с чем личный состав работает в усиленном режиме, чтобы не допустить рост краж и ДТП. Министр внутренних дел поручил усилить работу по всем направлениям. Гагра – локомотив туризма в нашей стране. Завершите сезон благополучно, обеспечьте безопасность прибывающих к вам на отдых гостей и местных граждан, резюмировал генерал-майор милиции Кьют. Более 260 нарушений на дорогах выявили сотрудники УГАИ в ходе рейдового мероприятия 6 августа. 8 водителей управляли автотранспортом в нетрезвом состоянии. Все нетрезвые водители оштрафованы, их транспортные средства поставлены на штрафстоянку сроком на 1 месяц. На ходе ночного патрулирования были выявлены 2 лихачей, которые устроили так называемый стрит-трейсинг прямо на республиканской трассе. Более 260 нарушений на дорогах выявили сотрудники УГАИ в ходе рейдового профилактического мероприятия 6 августа. В ночное время акцент в своей работе инспекторы сделали на восточные районы. Усиленную службу сотрудники спецроты УГАИ и отдела госавтоинспекции Чемчирского ОВД несли на Тамышском стационарном посту ДПС. Параллельно осуществлялось движение патрулей по республиканской трассе. Руководством госавтоинспекции поручено уделять особое внимание водителям общественного транспорта, осуществляющих перевоз граждан, которые продолжают звонить на линию доверия, отмечая совершаемые маршрутчиками нарушения. Так зафиксированы факты грубого нарушения правил дорожного движения, в ходе которых груженные машины выезжают на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.
Кроме того, превышая скоростной режим, водители маршрутных такси нередко не справляются с рулевым управлением, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Подобное имело место 6 августа в Гудаутском районе, когда водитель Кардия, нарушив ПДД, столкнулся с автомашиной, принадлежавшей гражданам Российской Федерации. В результате ДТП никто не пострадал. Всего в ходе рейда 6 августа выявлено 263 правонарушителя. Из них 8 управляли автотранспортом в нетрезвом состоянии. Все нетрезвые водители оштрафованы. Их транспортные средства поставлены на штрафстоянку сроком на 1 месяц. Двоих лихачей из Голорыбского района выявили сотрудники управления госавтоинспекции в ходе ночного патрулирования. Молодые люди устроили так называемый стрит-рейсинг прямо на республиканской трассе, по которой, несмотря на ночное время суток, ездило немало машин. Набирающая популярность непонятная мода на стрит-рейсинг уже унесла не одну жизнь молодых людей. Стрит-рейсеры – это безответственные водители, которые демонстративно и нагло игнорируют правила дорожного движения. Они не могут соблюдать скоростной режим, ездить аккуратно, ориентируясь на безопасность других. Об этом с нарушителями Тарба Леоном Мухрановичем и Хаджимба Данилом Игоревичем говорили на встрече в УГАИ. Что должно произойти вот на наших дорогах, чтобы до каждого дошло, что так ездить нельзя. Тот факт, где вы, допустим, очень сильно крутили, не зафиксировано. Не могу исключать, что это вы могли тоже сделать, потому что на том участке вы видели, да, что происходит. Я не говорю, что это вы сделали. Там и были, когда мы людей заставляли даже дорогу чистить. Вот этот парень это является сотрудником госавтоинспекции и является моим замом по личному составу. И такие нарушения, которые вы делаете, он должен пресекать, так как любой сотрудник, который должен увидеть. Это мы делаем не для того, что это нам надо, а для того, чтобы сохранить вам жизнь. Сегодня, может, и так себя повел, да, там нормально все получилось, второй раз тоже. Элементарно может колесо отлететь, там, выкинуть и ударить дерево. Просьба к вам так не нарушать. Вы прекрасно видите, каждый день кто-то погибает. Может, ты будешь ехать на большой скорости, и другой человек, который будет ехать, тоже может не справиться с рулевым управлением, может с тобой столкнуться. И последствия может чревато закончиться. Оба лихача оштрафованы за агрессивную езду на 6 тысяч рублей каждый. Их автомобили отправлены на штрафстоянку. Кроме того, нарушители были отправлены на экзамен на знание ПДД. Данил Хаджимба экзамен сдал, сделав допустимые 2 ошибки. Леон Тарба сделал 8 ошибок в 20 вопросах, в связи с чем он лишен права управления транспортным средством на неопределенный срок. В УГАИ обещают беспринципную борьбу с подобными водителями, ведь гонщики считают себя выше дисциплинированных автомобилистов, считают, что правила дорожного движения им не писаны. Нередко их поведение на дороге провоцирует ДТП, в которых страдают другие люди. Кроме того, некоторые из них разгоняются по дорогам общего пользования до запредельных скоростей, представляя потенциальную угрозу для жизни и здоровья окружающих. При быстром движении повышается риск потери контроля над машиной, которая на большой скорости превращается в орудие убийства. В Гагре ведется установка подвесных приборов учета электроэнергии на опорных столбах. К концу года планируется установить порядка 2000 единиц счетчиков по всему району. Репортаж нашего специального корреспондента Сарии Парацхелия. В течение 1 месяца специалисты управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии РУП Черноморэнерго в центральной части города установили порядка 400 единиц подвесных приборов учета. На разных участках одновременно работают 5 бригад. Одна бригада в день устанавливает в среднем 15-20 таких приборов. Данные подвесные приборы, они предназначены для абонентов, которые не являются коммерческими какими-то объектами, которые просто люди живут в своих домах, скажем так. Они по трехфазной системе позволительная нагрузка до 20 киловатт, по однофазной системе до 10 киловатт. Данные приборы учета, они уже запрограммированы на эти определенные нагрузки, которые позволяют избежать аварий при перегрузе, и они отключаются сами. То есть это сигнализирует о том, что идет перегруз.
Автоматизированные современные приборы учета управляются дистанционно. Теперь контролерам не нужно приходить домой к абонентам и считывать данные со счетчиков. Приборы самостоятельно передают информацию на 2 базовые станции Гагры. Далее специалистами обрабатываются данные, после чего предъявляется счет потребителям. Современные приборы осуществляют не только автоматический сбор данных, но и не дают возможность недобросовестным абонентам воровать электроэнергию. Таким образом снижаются общие объемы потери электроэнергии. Везде, где мы приборы учета уже установили, а это уже порядка 27-28 даже тысяч приборов учета по всей Абхазии, и мы вот около 30% экономии наблюдаем. То есть это тоже своего рода улучшение, скажем так, потому что у абонента, у которого не стоит вообще прибор учета, он платит по нормативу. Норматив это там до 2000 рублей, то есть он знает, что он сегодня в месяц заплатит 2000 рублей, но потреблять при этом он может столько, сколько он захочет. То есть никакого контроля этому нету. Поэтому мы стараемся вот, максимально по всей Абхазии, параллельно, сейчас не только в Гаграх, везде по всей Абхазии идет процесс установки приборов учета, и это, естественно, дает свои плоды. Во время установок счетчиков специалистами в некоторых местах были приведены в порядок и электросети. Так, по улице Гечпа был заменен магистральный кабель сечением 120 киловатт протяженностью 300 метров. Так, к концу текущего года планируется установить порядка 2000 единиц счетчиков по всему району. Сария Кварцхеля, Даур Цулукия, Абхазское телевидение. В Сухуми продолжаются мероприятия по благоустройству. Сейчас в разгаре работы по обустройству тротуаров на некоторых улицах нового района и по улице Чанба, где до недавних пор пешеходных зон не было вообще. Кроме того, по улице Чанба совсем скоро появятся новые остановки общественного транспорта. На какой стадии находятся работы и когда они будут завершены, в материале Ульяны Рожковой. Столица Абхазии, город Сухум, каждый год преображается и становится все лучше. Одной из важнейших элементов устройства дорог являются тротуары. Сделанные с умом, они формируют непрерывную пешеходную сеть. В разных частях города происходит замена тротуарной плитки. Новый район – это многонаселенная и развивающаяся часть столицы, где сейчас активно ведутся работы по благоустройству. Проект по укладке тротуаров реализуется строительной компанией «Абхазлифт». Работы начались в конце июня и уже принесли видимые результаты. Обновленные тротуары не только улучшат внешний облик района, но и существенно повысят уровень безопасности для местных жителей. На сегодняшний день здесь выполнено 70% от общего объема работ. Очень было трудно даже ходить. Люди от того, что не могли ходить по тротуару, ходили по трассе. То есть это создавало проблему людям. Сегодня уже можно спокойно взять коляску и, то есть даже с ребенком прогуляться по тротуару. Многочисленные просьбы людей были, то есть привести в порядок тротуары и так далее, отреагировали. Можно смело сказать, что 60-70% уже выполнено. Да. Планируем до 15 сентября закрыть, то есть обе улицы. Общий объем работ по улице Кьярас включает демонтаж старого асфальтного покрытия, укладку тротуарной плитки и установку бордюров. По смете планируется уложить 580 квадратных метров плитки. Как отметил Тимур Чкото, по просьбе жителей организация взяла на себя обязательство укладки дополнительных 80 квадратных метров плитки вне сметы. От всего лица нового района, что мы благодарны очень всем, кто, даже укладчикам, всем, кто нам создал, чтобы наших детей мы смогли на коляске катать по вот такой красивой дорожке. Спасибо огромное и руководству, и президенту страны, в конце концов, спасибо огромное, что дал возможность нам, наших детей, водить по таким тротуарам. Укладка тротуаров и установка бордюров по обе стороны идет и на улице Картозия. Здесь планируется уложить 120 квадратных метров плитки. Уже выполнено 50% работ. В этом районе находится средняя школа номер 5. И теперь школьникам и их родителям будет намного удобнее передвигаться по улице. Жители района наряду с местным депутатом выражают благодарность президенту и администрации за поддержку проекта, отмечая, что раньше они вынуждены были ходить по трассе, что создавало опасные условия для жизни. На сегодняшний день здесь
сделаны работы на 60%. То есть, да, месяц и 10 дней, как мы начали наши работы. Запланировано еще много мероприятий по благоустройству нового района, а завершить все работы по улицам Киарас и Картозия планируют до конца сентября, тем самым предоставив жителям возможность передвигаться по современным и безопасным тротуарам. Мы будем делать еще и Гумистинскую, там асфальт, 30 сентября, Лагвилава в обе стороны. Плюс мы к этому еще парковая зона, которую мы не доделали, одну сторону сделали, а вторую сторону не доделали. Это тоже будем делать, и плюс еще от Пятачка до Абырлаша. Но до Абырлаша будем тоже делать обязательно. И хотел бы просто поблагодарить президента Республики Абхазия Бжани Аслана Георгиевича, премьер-министра Александра Золотницкого. Это все благодаря них. Также активно ведутся работы по благоустройству улицы Чанба. Этот проект реализуется наряду с работами на улицах Киарас и Картозия и направлен на создание комфортной и безопасной городской среды для пешеходов. Деньги, значит, вложенные здесь, это из республиканского бюджета. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте. Мы благодарны от администрации города Сухум. Спасибо огромное всем. По улице Чанба не было тротуара, и жителям приходилось ходить по автодороге. Ситуация усугублялась в дождливую погоду. Большие лужи мешали передвижению, но сейчас появится полноценная пешеходная зона. Да, очень рады. Наконец-таки появился тротуар, по которому можно спокойно идти и не смотреть под ноги, да, и не спотыкаться. Кроме того, здесь идут работы по обновлению и установке новых остановок общественного транспорта. Изначально по всей улице были только 2 старые остановки, еще с советских времен. Помимо того, что внешний вид у них оставлял желать лучшего, протекала крыша. Улица Чанба – одна из самых загруженных автотранспортом. И, конечно, появление новых комфортабельных остановок сделает ожидание транспорта более благоприятным. Здесь была старая остановка советских времен, мы ее демонтировали. Она была уже не в хорошем состоянии. Вот будет такого типа остановки 4 штуки. Освещение будет и остекление будет в этой остановке. Работы были начаты 5 июля и по контракту должны быть завершены к концу года. Но если позволят погодные условия, их завершат еще раньше. Ульяна Рожкова, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В Сухуме стартовал международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Умара Кварчия. Гостей и участников турнира приветствовали представители Госкомспорта, президент Федерации настольного тенниса Абхазии Беслан Карчава и сестра Умара Кварчия Анжела. Турнир начался с соревнований среди детей младшего возраста. В них принимают участие 30 спортсменов из городов и районов Абхазии, Южной Осетии, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Ежегодно мы проводим соревнования в честь первого президента имени Умара Ивановича Кварча. Соревнования проводятся в августе месяце. Нам в этом году приехали много очень участников, детей из России, из Северной Осетии, Южной Осетии, из других еще городов. И со всей Абхазии тоже дети приехали. Мы проводим соревнования в рамках, значит, первые 2 дня у нас играют юноши и девочки, маленькие возрастные категории, 2011 моложе, 2008-10, и 2 дня играют все старшие. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 8 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 27-32 тепла. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.